самый старинный родник. Это тысячелетний родник. Тут и зимой, и летом вот как бы холодный просто. И вот сюда деньги кидает и загадывает желание, мелочь. Ни зимой, ни летом, ни вот одной и той же температуры. Это бычок? Ага. А к нему не опасно подходить? Не, бычкам нельзя, не опасно подходить к бычкам. Может, и это самое. Годолавый бычок. Это уже годолавый бычок. И опасно. Он достает до нас пока что? Я не пойму длину его этой. Развито сельское хозяйство. Посмотрите, вот каждый на 6 деревень, да, объединенной. И вот на каждой деревне вот это, который, сколько фирм. Вот такие фирмы большие. Не, здорово, да, что Хороший руководитель, вот значит. поддерживает, Очень да. хороший руководитель. Мне бесподобный руководитель. Строгий, конечно. Ну, хороший руководитель должен быть строгим, иначе порядка не будет. И еще это у нас сельское хозяйство, вот которые, такие кирпичные дома, вот, которые возле дороги, видели, вот дороги, дома строят специально для специалистов. Если кто-то желает приехать поработать, пожалуйста, дом предлагается. В доме есть баня свой, пожалуйста, благоустроенные дома у нас строятся. 10 лет ты отработал, дом твой. Здорово. А я с ребятами-пастухами общался. Они приезжие тоже, с Марийской республики. С Марийской, вот пастухи приезжают с Марийской, вот они работают. И даже с Кировской области один, Да, я сказал, вот, да? ага. А местных не хватает на работу или не идут? Как вот интересно? Ну, сельские, как бы сказать, они в основном и в городе работают, и держат свое хозяйство в основном. Есть у нас очень по 3, по 4 коровы держат люди. Угу. Ну да, Поэтому, там уже да, нужно вот работают. весь день у себя работать, не то что куда-то там. А столько гнезд вороньих, да, здесь, посмотри, по всей деревне. Вот на этих вот раз. Ворон много. Да. Вот ворон много. Вот у меня вот здесь тоже брат построил свой дом. Тоже вот новый дом, еще не достроил, конечно. 1,5 миллиона возврат его государству. Что-нибудь такое вот оденьте, что Ну, без лучше шорты, штаны, без... не шорты, даже штаны, Да, там да, кофточка. штаны, какую-то. да. Ну, джинсы же пойдут нормально? Пойдет, конечно, мы же путешественники. Ну да. Ну, потихонечку народ подходит. Готовится все к празднику. Ну и мы уже на месте. Вот ребята уже сегодня коров пасли с утра, вот познакомились, сейчас уже переоделись. Будут детишек развлекать. Привет, Якутия. Вчера было 1 июня. В честь 1 июня вот открыли средняя Косинская школа, организовали сабантуй детский. А студенты, наверное, не приезжают в это время, да? Их нужно... Нет, у нас 11 самая основная сабантуй будет, 11. Здесь очень народу много будет. Тут и будет соревнование лошадей, это все будет. Вот. Уважаемые гости, наши дорогие якутяне, я вам хочу представить вам нашего местного председателя сельсовета, уважаемого человека Рамзи Рамазанова. Слово даю. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Очень приятно с вами познакомиться. Мы очень рады, что вы именно к нам приехали, в нашу деревню, в наше село. Мы рады, что вы нас пригласили. Вам благодарим за это, на самом деле. Вот у нас сегодня маленький праздник. Ну, не маленький, большой. Это у нас начало было 26 мая было начало этого праздника. Днем было это день. Это начали тот день вот. Дождь был, поэтому вот продолжение сегодня уж. Такой у нас большой праздник. Сегодня в этом деревне, вот у нас, в нашем, моем населенном пункте 6 деревень. Именно вот сегодня здесь, а завтра еще продолжение в соседнем деревне. Сегодня будет национальный якутский танец. Спасибо, что пригласили нас на ваш праздник. Все народы, они едины, они могут и должны жить в одной большой семье. И вот такой вот проект родился у меня, вот благодаря Николаю, который приехал с Якутии ко мне в Питер. И мы сейчас на нашем экспедиционном автомобиле едем, у нас автопробег дружбы народов. Я вырос в деревне Воронежской области, чем-то похоже на ваши места, и просто вот эти бесконечные просторы, холмы, мы не могли оторваться. Мы катались, смотрели, пока вот праздник не начался. Очень у вас здорово, я вот просто искренне говорю, большое вам спасибо. Люди, которые нам попадались, все такие добродушные, доброжелательные. Я не стеснялся вообще никому подойти, поэтому всем большое спасибо, всех с праздником.
И давайте поддержим единение дружбы народов. Вот я искренне за это. Это вот мой личный, я назвал это народным проектом «Планета дружбы народов». Я надеюсь, это вырастет во что-то большое, и очень рад, что вы уже в этом проекте поучаствовали. Всем спасибо. С праздничком! Бурные продолжительные аплодисменты. Этих драгоценных алкышлар. Ой, молодец. Огромное спасибо. Костел дружбы. Это с моего детства уже. Правильно. Да, с того времени. Мы ощутили прямо музыку, слышали, вот, как будто Да, вот пионер сейчас- лагеря. Сейчас песня будет как раз вот «Орленок, орленок, звезд с кострами», вот наши песни. Вот шикарные песни. Частный фирма, она 5 детей, очень умница, вот это, которая своя фирма, свои коровы, вот это его продукция, так что приятно. Спасибо большое. Да, я очень люблю, вы не представляете. Если бы не проснулся, ваши коровы меня разбудили, мы в гамаке там, я спал, и они меня там с 7 утра, так что я с ними сразу с первым, с кем познакомился. То есть и поздно они пришли, да. Так что вот это молоко и чувствую творог, да? Домашний. Спасибо большое, спасибо. Это прям вам развития, спасибо. Хозяйства, чтобы побольше. Еще у нас умница, она фермер, она американской фирмой занимается косметическим, косметикой, очень умница и везде успевает. Здорово, это же как надо, сколько энергии нужно, да, чтобы... Да, и 5 детей, 5 внуков. Здорово. Это вот пример, хороший пример, ну конечно. Что с петухом делать? Ну-ка, что-то будут делать с петухом, не знаю что. Ай, молодец, что я хочу как житель был. Инде меня собам ты вас на репетиции был, да? Сейчас я познакомлюсь тоже со своим мужем, как бы, ну, мы незаконно просто живем, и как бы это бывшая любовь мой, первая любовь. Да, мы с ним встретились по старости лет. Я вообще в Якутске, у меня когда муж умер, я вообще одна жила. Потом я сюда приехала, встретила свою бывшую любовь, у нее тоже жена умерла, у меня муж умер, мы познакомились, вот. Сошлись два сердца Сошлись. вновь, да? Да. Здорово. Вот, и у нас как в сказке получилось. Вы такую хорошую историю прям под закат рассказали. Ага, Видите, солнце вот такое видно. красивое сейчас. Я вот в честь этого только, я вообще с Якутска, я бы еще не переехала бы. Просто когда он мне предложил жить, я уже думаю, чего мне это? Одиночество, это усталость. Ну, конечно. 60 лет, что? Вы знаете, у меня уже 60 лет. А мы находимся на территории в Татарстане, в деревне у сестры. Это средний Карса считается. Вот это у нас и верхний Карса есть, и средний Карса, и нижний Карса. Вот моя сестра, находимся в гостях. Сами живем в Казани. Сами Здесь живем, у нас да. дача. Это дача здесь. Да, это как дача, вот они, и это, вот они вас пригласили в гости, вот как бы это получается. Благодарим, спасибо большое, что пригласили. Очень приятно. Баня вас ждет? Баня, да, это... Вы не представляете, баня это мое любимое, ну, я не знаю, как это назвать. Вот моя любовь, первая Сакрально, да. любовь. Вот только что про вас как раз рассказывали. Мы с вами- Давай я тебе покажу, там тепловые холодильник. Еще топить. Давай, заходи. Заходи. О, как здесь уже хорошо. Я в кроссовках ничего? Я. Сам знаешь, наверное, как? Ну да, конечно. Это мы умеем. Тут горячая Отсюда вода, берем здесь горячую, холодная. да. Вот здесь вода, там вода. Здесь вода. О, уже какая температура. Это попали сигареты. Ага, венич. Знаешь, наверное, как палить? Да, конечно, это мы умеем. Это мы все разберемся. У тебя это О, уже тепло как. сыновья приехали сегодня. Вот здесь это типа второй этаж. Одни с одним А, вот не снимают. где мы сегодня сможем. Не снимают. Вот мы вам покажем сейчас наше на сегодня пристанище. О, здорово. Они все чистые тут. Ага, Вот отлично. это- А тут тепло очень, а после бани-то прям вообще будет жарко, да. Перестань, Гуль, перестань.
Наконец-то с Колей опять по-домашнему будем кушать. Да, мы чередуем хорошо. То походная, то домашняя еда. Отлично. Ну, наш план пока удается. Спасибо большое хозяевам за баню, за гостеприимство, за вкусный ужин. Теперь баня в Татарстане. Ух, я сегодня сгорел. Кстати, чувствуется, мне сейчас кожа щипать начнет. Вот так здесь. Тепло, хорошо. Пока можно даже не поддавать, так посидим. Два часа ночи, послушайте, как звучит деревня. Сегодня ночевали вот в бане в той, и сейчас Нурия пригласила нас к себе домой, она тут рядом живет. И у нее дом такой прям настоящий деревенский. Многое сохранилось. Какая тут атмосфера, вот как здорово. Здесь скотина должна быть, наверное, гуляет. Запах такой прям. А это что за животное тут? Понятно. Шугливое. Так, ладно, надо завтракать идти и ехать в Казань. Всем доброе утро. У вас прям вот такой день, он остался, как вот и раньше был, да? Вот. Нет, я-то здесь только переехала, как 2 года, как еще вот это. Я-то вот говорю, у меня городская жизнь, я поменяла городскую жизнь, свою поменяла на деревенскую жизнь. Здорово. Да у вас прям он такой прям, полностью деревенский, прям чувствуется, да, классно. Вот это вот наша столовая, вот, пожалуйста, это наша столовая. Пойдемте вот сейчас сюда, это наша прихожая, вот как бы, да. Там тоже вот спальня, просто детей много, у меня 5, вот поэтому у нас это зал, вот, который у меня. Это вот цветочками, конечно, люблю цветочки. А, ну это да. Ага, вот, даже смотри, у меня... вот огород наш, вот, яблони, вот смотрите, как цветет. Я вас потом это, туда занесу, вот это огород, давайте. ладно, хорошо? Тихонько. Но у нас есть свои пчелы. Ну они тут сейчас яблоки Я вам в собирают. гостинице дам по дороге покушать вишневое варенье. Мелисса дам. Вишневое? Да. Это же моя любимая. Я вчера уже там все смолотил, что... Давайте, Обещали. ходите вот в столовой. У нас прохладно, Павел, это ничего. Не, хорошо. Мы как раз жарко спали. Ага. Вот Ну давайте наши- покушаем. Сейчас мы немножко по-деревенски тут. Вот я свою городскую жизнь поменяла на свою деревенскую жизнь. Я сама в городе жила, у меня квартира в Казани. А, вот сейчас в Казани жили, да? Нет, да, я в Казани жила, у меня в Казани, я же в Казани квартиру купила, дочку купила, себя купила квартиру, я из Якутска переехала, я себе однокомнатную квартиру, дочку двухкомнатную квартиру купила. И вот, но все равно я уют создаю якутские картины, вот которые мне подарены, вот которые якутские посуды, это все вот это. Ну, обыкновенно хапуна, что я. Ну это интересно. Многие люди не видели таких. Да. Большой Ну, у нас кто в хапуна. городах живет. У вас вообще он очень У нас большой. это овощной огород. Здесь у нас Ух ты. картошка. Да, это у нас картошка. Вот это все поле, да? Ага, поле картофельное. 15 суток, а там мы это сено сажаем. Вот здесь горох, гороховое сено, вот это, которое солома, это потом очень хорошо. Вот, А у вас зимой. отдыхает, получается, по очереди вы, да, да? по очереди, делаете? поэтому, да, картошка. Мы здесь по 500, по 500 ведер собираем. Это сами все вот и потом копаете или, да, вот, Нет, вот техника машина, есть? машина, техника. А, это техника вот же такая садим. территория огромная. У меня дачный участок в 4 раза меньше. Где там, ну нет, не в Нет, ру, мы, конечно, да, в это- 2. Вот, ну, у нас это. Здорово. это Такой вид, как выходишь такой, бух. картошка. Здорово. Да. Холмы. Да, холмы, вот и там и вот за тальником, вот который, да, там никакой коровы не ходит, там мы собираем земляника. Там вообще земляника крупная. Да, вот прям рядом. У меня в деревне в Воронежской области, вот Подгорная называется, там такие же вот, куда ни посмотришь, холмы. Да, Мне вот сейчас ностальгия, прям я как к себе домой попал. Ага, пойдемте Здорово. сейчас овощной, вот это пойдем.
У нас овощной хатун, вот обыкновенный хатун деревенский. Овощной это что значит? Для Николая. А где он там оставил? Да. Ну дает. Я думал, я должен оставлять все. А оказывается. Это его гараж с машиной стоит. Это вот прачка, вот мы картошку готовим. Ну, для животных. Прачка Да, называется? прачка называется. Ага. А здесь вот, пойдем сейчас вот. Здесь баня. А, у вас тоже банька есть? Да, банька есть. Просто ремонт я делаю, поэтому это. Ага. Я же эту сестру попросила. Вот колодец наш. Вот колодец. О. Деревенский настоящий колодец. Угу. Ну. А он, ну, можно при желании ведром, да, если вдруг электричество Нет, у нас отключат? автоматическое. Не, ну если вдруг электричество отключат, оно же работает. Я Да, вижу, что шланг стоит, Ну. насос. Так, вот смотрите, яблони. Конечно, яблони у нас, мы богатые яблони. Вот смотрите, наши бегают. О, привет, курятки. Вот яблони. Это летние, вот рано созреваемые. А вот это, который вот осенний. Вот смотрите, вся у вас. вкусная. У нее вообще яблок очень вкусный. Твердый вот, который яблони, да. А там самое дальнее осеннее яблоко. Осеннее яблоко это, конечно, только осенью. В сентябре, в октябре только вот эти, которые... Ну, конечно, дальше не пускаю, потому что пчеловосы, я боюсь, что если вас укусит, ну, только на минутку заглянуть, я вот это могу все. У вас свои пчелы, да? То Да, есть и вот свои они, пчелы, я они поэтому- яблочный, получается, мед делают, если им- Яблочный мед делает у нас. Вот. Ну я, давайте, я не сильно боюсь. Не сильно боюсь? Если не дергаться, то они не будут Вот кусать. смотрите, вот смотри, как... Не подходите, очень зелено. Злые? Сейчас, конечно, они на яблоко. А потом яблоки уходят, разлетаются, да, наверное, помидоры Да. в теплице. Ага, вот укроп. О, Пока меня не- здесь жарко. Ну вот, Прям баньку можно делать. ага. Вот наш огород маленький. Ну ладно. У нас вот бройлерные курицы. Это вот которые вот резать, потому они месячные, только это куры вот бройлерные. Их только на мясо. Мясо. А Вот эти бараны несушки. это на курбан. На праздник вот настоящие бараны. А когда праздник будет? Вот 10 июля. И вот Их к празднику, да? их? Да, их специально даже шерсти не режется. Поэтому настоящие бараны. Бедняги. Но их нельзя вытаскивать. Их на корм только. А. Их шерсть даже мы не убираем, потому Да? что шерсть, оказывается, когда курбан нельзя их шерсть убирать. Потом режет, и чтобы сразу кровь вышла. Чтобы вкусно было баранина. Баранина для чего это делается? Откармливает и режет только один рук. Если разные руки, они все, они невкусные. Баранина же, если неправильно режешь, это. Потом баранина, яйца, они обрезают специально отдельно. Вот это все делают. Да. Это все так вот. Тоже целая система, да? Целая система. Очень вкусно у меня баранина. Жалко, что не осталось. Зингер-машина, вот это, которая вот старинная. Все Да, сохранилось. шифонер это 50-х годов, который шифонер. Это шифонер 50-х годов. В 49-м или 44-м году, говорит, чемоданчики вот это. У вас целый музей тут. Это музей это. Ну как вам? Здорово. Давайте чай нальем. Экскурсию проходили. Проходили, а я вам баран показывала. Барана показывала. Давайте. Уберу. Такие все есть. Чай попейте вот. Это мне медаль вручили якутские вот это, на столетие, вот, которые вручили вот это, которые вот это. Вот, Это сейчас в этом году столетие да, республики мне вот было. это, сам председатель Ассамблеи народов Саха-Якутии, вот он меня вручил. Это за вклад в развитие вот, дружбы народов, да? Вот, Да, то, да, что за вы то, что мы- землячество поддерживаете. Ага, вот. А это мне, который, я в Якутске работала много лет с татарской общиной, и мне Конгресс татар дружбы народов тоже за мир, дружба вот, медаль вручили. Здорово. Ага. Это как раз вот концепция нашего фильма входит. Да, вот вот это. это вот Благодарим медаль. вас за вклад, за дружбу народов. Я вот сегодня полночи монтажом занимался, сейчас пытаемся загрузить видео, чтобы сейчас выпустить 10%, только вот тут розетки даже еще старого стандарта. Ну-ка, нужен вот переходничок. Ой. Мне было, когда я в Якутск уехала, было 17 лет. Почти ровно 18 лет, когда я в самолете прилетела уже в Якутск. 18, Ровно 18 лет исполнилось. Исполнилось мне, в самолете? Да.
И, конечно, я целый месяц сначала плакала в Якутске. Было обидно, конечно, что оторвали от родителей. Это, получается, от мамино крыло, вот, которое вот это... Хотя до этого в Татарстане жила, вот 18 лет училась, родилась здесь, и это, в этой деревне, в этой Средней Корсу, да, выучилась. И по комсомольской путевке меня вот направили в Якутск. И я вот почти до 2018 года прожила. Семья была, дочка родилась. Дочка, получается, когда меня выучилась, когда уже выучился, 11 класс закончила, я его устроила в Казанский государственный университет. Она у меня педагогически закончила. Замуж вышла, семья у меня 2 внучат. А сама вот переехала в 2018 году в Татарстан совсем уже после Якутии. В Якутии, конечно, для меня это вторая родина. Это почти 40 лет прожить в Якутии. Это такой ностальгия. Далее бы сказали глазом моргнуть, я бы с удовольствием уехала в Якутию. Скучаете, да? Скучаю, сильно скучаю, конечно. Я, конечно, в командировках везде была. Привет там, конечно, всем Верхневильевск, Вильевск. Они, наверное, может быть, меня помнят. Вот СДБ, вот когда школу основали. Кентики, вот в Верхневильевске вот это была. В Куранахе была я. Там Мойце была, вот их школу восстанавливали. В Неррингере была. Вот строительная компания, да, по строительной индустрии вот я работала почти до 2011 года. В 2011 году я выучилась, закончила систему ЖКХ, работала мастером, начальником участком работала. Было интересно. Именно работала в Сайсарском округе. Конечно, если кто меня помнит, мастером, да и начальником участка. А вы язык же выучили, получается, уже будучи взрослым? Да. 18 лет приехали, и вот освоили за несколько лет. Сейчас у вас татарский язык полностью? Ну да, и татарский, якутский, и русский язык. Я вот хорошо вот это здорово. знаю. У вас так вот несколько миров в себе соединяете, получается. Но у нас якутский и татарский язык, они чем-то сравнить, да даже... Тюркский язык единый язык же у нас, что якутский, что татарский язык. Поэтому, наверное, мы похожи друг на друга. Причем вот это, который лицо или глаз, правильно, самое главное, едино должно быть. Да. Интернационально дружбе надо жить, в мире согласие. А национализм это хуже не бывает, называется. Я всю жизнь якутской, как бы я свои прожила, я считаю, что якуты для меня это вторые вот родные. Считаю. Вот. Дорогие якутяне, конечно, я вас всех поздравляю с 100-летием юбилеем. Дай Аллах всем здоровья. Самое главное, чтобы не болеть. Жить в мире, согласии, в дружбе, в интернационале. Всем желаю. Приглашаю всех в гости. Пожалуйста, приезжайте в любое время. Всегда двери открыты. Только с домашними угощениями всегда. Своим. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну и перед дорогой решили еще заехать на ферму. Посмотреть, как тут проживает. Ну не бойтесь. Я вас чуть поснимаю, давайте. Попозируйте. Кто самый смелый? О, иди сюда. Ух ты. Вышли поприветствовать. Молодцы. Ну, сейчас все коровы на пастбище. А здесь они, ну, в холодное время у них стоило тут. И на ночь, наверное, о, кто-то есть. Вот почему-то какие-то телята на улице, какие-то здесь вот. О, это бычки тут. Ух ты. Здорово, мужики, как дела? Такие мощные. Ну, конечно, собраться нам сложно, сейчас все так поливает. О, Коля. Ну, даже выйду. Как раз помыться, да? Волосы что прошли хорошо. Ну что, топнем? Да, пора ехать. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Ну ладно, до свидания, удачи вам.
Спасибо. Спасибо. Будет возможность, еще с удовольствием к вам вернемся. С удовольствием мы Приедем. будем рады, всегда рады. У нас в Татарстане, конечно, весь народ, у нас татарский народ дисциплины. В любое время приезжайте. В деревне всегда дверь открыта. Мгм, Мы, да. если меня не будет, сестра там будет. Если там у меня кто-то не будет. У меня еще там брат живет где-нибудь. Я скажу, чтобы они встретили вас. Здорово. Поэтому- Спасибо, спасибо. Благодарим вас от души. Эх. Такие хорошие люди, так сложно прощаться. Не знаешь же, когда в следующий раз увидишься. Ну, надо ехать дальше. Дороги ждут. Дороги ждут, хорошие люди ждут, которых мы еще не знаем, да? Вот это очень здорово. Вот мы же еще позавчера даже не представляли, как мы нас тут встретят, с кем мы встретимся. И уже день прошел, и мы уже как родные отсюда уезжаем. Это просто очень здорово. И не знаешь, что еще ждет впереди. Это прям... Ну и вдвойне У меня интересно. слезы наворачиваются. Вдвойне, говорю, интересно, когда еще и человек из Якутии, который столько лет прожил там. Да. То есть Есть это что родная вспомнить, душа уже есть что получается. вспомнить. Ну, спасибо этому замечательному месту, спасибо всем жителям деревни Средняя Корса, Нижняя Корса, Верхняя Корса, всем, кто нас так хорошо встретил, всех, кто встретился на нашем пути, кто не встретился, кто посмотрит это видео, но нас не видел. Очень хочется сделать, ну, чтобы вот вы моими глазами увидели свой край. Надеюсь, вам будет приятно. Всех еще раз с прошедшим праздником, с наступающими праздниками. Вот, и всем всего хорошего. Будет воля Божья, вернемся еще в ваши края. Обязательно. Ребята, кто это? Не знакомый. Не, просто магазинчик вкусный. Спасибо тоже всем и этому магазинчику. Мечеть. Мечеть, да. Мы покидаем